Эти выходные у сосногорцев выдались по-настоящему спортивными. В полдень в субботу на лыжном стадионе Черемушки состоялся большой праздник – Всероссийский день снега. Многочисленных гостей мероприятия ждала большая спортивная развлекательная программа, ориентированная на семейный отдых. И действительно, на стадион сосногорцы приходили целыми семьями. Взрослые и дети с удовольствием рисовали на снегу, лепили снежные фигуры и катались на буране. Помимо снежных, было много и спортивных забав с перетягиванием каната, эстафетой на ледянках, зимним футболом на снегу, игрой на меткость, боями подушками и всеобщим весельем. На старт! Внимание! Марш! Алена Горбатенко учится в 6 классе 5-й городской школы. Про то, что существует такой праздник, девушка не слышала. Поэтому с любопытством решила посетить данное мероприятие. И, кажется, была по-хорошему удивлена. Очень круто и клево. Не ожидала такого. Что тебе больше всего понравилось? Понравилось очень сильно на снегоходе ездить. Напомним, Всероссийский день снега отмечают в рамках международного праздника зимних видов спорта, который ежегодно проходит в конце января, начиная с 2012 года. Его инициатором и основателем является Международная федерация лыжного спорта. По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен служить популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни. А также это отличный способ провести выходные по-спортивному вместе с семьей и друзьями. В этот же день в клубе единоборств «Гладиатор» состоялось открытое первенство спортивной школы Сосногорска по рукопашному бою в возрастной категории от 6 до 17 лет. В бою сошлись сильнейшие спортсмены нашего города и гости из Ухты. С приветственным словом ко всем спортсменам обратился сосногорский тренер по рукопашному бою. Я хочу в этом году, начался 2020 год, пожелать вам всех еще сильнее тренироваться, отдаваться тренировкам и стараться уже выходить на всероссийский уровень. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов Сосногорской спортивной школы, а также ухтинских клубов «Сатори» и «Нордленд». Участникам предстояло провести 28 боев. По результатам состязаний из всех категорий сосногорцы взяли 16 первых мест. В номинации «Самый короткий бой» победителем стал воспитанник Сосногорской спортивной школы Андрей Буренков, завершивший поединок за 13 секунд. Номинация «Лучшая техника» была присуждена Артему Сашкову из клуба «Нордленд». Номинацией «За волю к победе» был отмечен Михаил Ковалев, клуб «Сатори». А номинация «Самый юный участник» досталась 6-летнему ухтинцу Тимуру Икраеву. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вчера в общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему безопасности дорожного движения. На волнующие жителей вопросы отвечал начальник ГИБДД ОМВД России по городу Сосногорску Виталий Арашин. Всего за час поступило около 10 обращений на разные темы. Одна из которых – обучение вождению. Скажите, пожалуйста, вот я планирую обучение, но я хочу сразу на автомат обучиться. Возможно ли так? И отличается ли это по стоимости, по срокам? На ваш вопрос вам ответит начальник отделения ГИБДД ОМВД России по городу Сосногорску Арашин Виталий Владимирович. Да, Виталий Владимирович, слушаю. Еще раз добрый день, рад вашему звонку. По поводу автомата и механика. Когда вы обучаетесь в автошколе, вы обучаетесь на автомобиле, который вам удобен. Автомат – это автоматическая коробка передач, либо механическая. Это зависит и сдача дальнейшая в органах ГИБДД.
Как правило, экзамен по теории вождения и срок его сдачи ничем не отличается от традиционного. Единственное различие – разные коробки передач. Можно ли ездить на механике, если учился на автомате? Ответ однозначный – запрещено. Для управления машиной с механикой водитель обязан переучиваться и дополнительно сдавать переэкзаменовку в ГИБДД. Интересовались жители и профилактической работой сотрудников госавтоинспекции, а именно выездами в сельскую местность и поселки с рейдами. По сегодняшний день, сегодня у нас 21-е, за 21 день Верх-Ижемский, Вайвож, Нижний Одес, Кирк и Виск были посещены. А Малопира? До Ираэля Малопира еще не доехали. По словам Виталия Арашина, в скором времени планируются профилактические выезды и в Ираэль, и Малую Перу, так как такой вид работы, несомненно, дает результаты. На сегодняшний день в поселках уже выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Поступали на прямую линию и жалобы на авто, припарковавшиеся в неположенном месте. Звучали и слова благодарности сотрудникам ГИБДД. 4 января, да, значит, инвалид, управляющий машиной, да, его там что-то занесло, забуксовал, затащило. Проезжали наши сотрудники, это в районе, начале 9-го, детская поликлиника, где скорая помощь, вот в этом месте, да. Значит, сами остановились ребята, подошли, предложили свою помощь, и потом оказалось, что они практически 2 часа оказывали помощь, выталкивали эту машину, потом эта машина там что-то, значит, перестала заводиться, они еще помогли инвалиду отремонтировать эту машину. И, скажем, до тех пор, пока они вот это все не закончили, да, они этого инвалида не оставили. Поднимался и такой вопрос, как установка пешеходного перехода в районе ЦРБ. Из-за постоянного движения автомобилей по территории, прилегающей к лечебному учреждению, людям опасно переходить дорогу к остановке. Но этот и ряд других вопросов начальник ГИБДД пообещал поднять на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения муниципалитета. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Необычное познавательное мероприятие по дорожной безопасности состоялось вчера в Доме детского творчества. В муниципальной интеллектуальной игре на знание правил дорожного движения приняло участие 7 команд из разных школ города. Первым и уже традиционным этапом брейн-ринга стало приветствие. Каждая команда представила свое название и девиз. Наша команда Чудо-зебра! Наш девиз. Знает эта детвора, зебра очень к нам добра. Безопасен будет путь, если зебры не свернуть. Этап «Дорожные знаки» не менее интересный. Ребятам предстояло ответить на общие вопросы безопасности дорожного движения и продемонстрировать свои знания о дорожных знаках. На 3-м этапе игры каждый школьник узнал для себя что-то новое о правилах поведения пешеходов на дороге в разные сезоны года. На заключительном 4-м этапе брейн-ринга участники мероприятия разыграли различные дорожные ситуации. Это является другой формой работы с детьми. Если большая часть мероприятий проводится, когда дети не видят друг друга и они проходят просто по станциям, то здесь они слышат ответы других участников, где-то корректируют, где-то предлагают свои варианты, то есть они видят и запоминают в 2 раза больше, чем могли бы запомнить в другом мероприятии. Подобные игровые моменты вызывают интерес к учебе у детей, а также делают умственную работу более продуктивной. У школьников в юном возрасте потребность в игре очень велика. Тем более она необходима им для развития воображения, инициативы и творчества. Поэтому такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. Подобное мероприятие для учащихся 3-4 классов начального звена, это проводится ежегодно у нас в январе. Помимо этих мероприятий проводится масса других мероприятий на базе 3-й школы. В конце концов, победила дружба. Все команды были награждены дипломами Дома детского творчества. А главный итог соревнования, как отметили организаторы, это укрепление знаний детей по правилам безопасного поведения на дорогах и, конечно же, хорошее настроение. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
На этой неделе в общественной приемной главы региона состоялась прямая линия с прокурором города Сосногорска. Более часа Роман Якименко отвечал на вопросы граждан и давал необходимые консультации. Вопросы, заданные прокурору, касались самых разных тем. Порой граждане весьма пространно описывали волнующую их ситуацию. Якобы у меня долги по электроэнергии. Я обратила, таких долгов у меня нету, но мне настойчиво просили меня, чтобы я заплатила эту сумму. Сумма 1810 рублей. Так, я тут же, так как у меня ничего таких долгов нету, я позвонила, знаю, что очень махинации, я позвонила в нашу доблестную полицию. Терпеливо выслушивая и уточняя детали, Роман Николаевич помогал сформулировать вопросы для того, чтобы в итоге дать исчерпывающий ответ. Так, вы сказали, что каждый год обращаетесь и не поступает вам... Никаких результатов. Результатов нет или ответов? Большая часть вопросов из прозвучавших на линии касалась темы ЖКХ. Тарифы на общедомовые нужды, игнорирование управляющими компаниями запросов жильцов, бродячие собаки. Как признался сам прокурор, вопросы жилищно-коммунального хозяйства составляют внушительную часть от общего числа обращений. Обращения в сфере нарушения прав граждан именно в этой сфере жилищно-коммунального хозяйства – это, наверное, одна из самых больших процентных долей среди всего количества обращений. Больше, наверное, это обращение граждан в связи с совершением административных правонарушений. И каждый год у нас их больше и больше. В этом году и удовлетворенных обращений стало больше. Зачастую граждане обращаются в прокуратуру как в последнюю инстанцию. Но всегда ли удается решить проблему, даже если надзорный орган провел соответствующую работу? Поскольку по результатам наших проверок мы выявляем нарушения, мы обязательно должны среагировать. Способов, как среагировать, у нас несколько. Мы можем нести представление, документ, который обязывает администрацию или любой орган или лицо устранить нарушение закона. Мы можем привлечь к административной ответственности, мы можем обратиться с исковым заявлением в суд, ну и там вопросы уголовного правового характера я не буду затрагивать уже. Другое дело, как добиться исполнения решения суда. Это второй вопрос, не менее важный, иногда даже и более серьезный. Все вопросы, заданные в рамках этой прямой линии, были зарегистрированы в качестве устных обращений. По некоторым прокурор дал поручение помощникам разобраться и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.